Есть такие слова: нет людей незаменимых. Возможно, это правда. Но зато есть люди, которые, уходя, оставляют глубокую память о своих делах, о себе. Они не стараются, просто так получается. И когда они уходят, остается пустота. Потому что такой груз ответственности могут нести лишь некоторые. 20 февраля могло исполниться 95 лет уникальному человеку, золотому педагогу, историку Эсфире Иннокентьевне Еникеевой. Ее помнят ее ученики и педагоги. Память о ней в огромном количестве уникальнейшего материала о образовании Алекминского района, о людях и событиях того времени. В феврале в Алекминской районной библиотеке прошла презентация книги, выпущенной в память Эсфиры Иннокентьевны по ее материалам. Сохраняя историю для потомков. Книга посвящена Эсфире Иннокентьевне Еникеевой. Инициатором стала Тамара Татарченко, педагог. Эсфира Иннокентьевна очень повлияла на выбор моей судьбы. Я, как молодой учитель, еще сомневалась, буду я работать учителем или не буду работать учителем. Мы же все тогда молодые. У меня тем более еще вторая профессия программиста была. Я еще сомневалась. Но когда вот пришла работать в 4-ю школу и встретилась с Эсфирой Иннокентьевной и поняла, что выбор педагога – это очень правильный путь. И мне гораздо интереснее, чем сидеть с электронными машинами, потому что это общение с детьми, общение с родителями их, с учителями. И мне это было близко по духу. Эсфира Иннокентьевна – это пример? Да, пример. По жизни пример, ага. Поэтому я дала для себя слово обязательно о ней сохранять память, потому что трудности были, никто не желает продолжать ее дело. Она мне предлагала возглавить музей, но она не только мне предлагала возглавить музей. Вот еще. Но я очень люблю свой предмет, математику, поэтому осталась учителем математики. Как вы считаете, что самое важное, что сумела сделать Эсфира Иннокентьевна? Вот это ваше какое мнение? Как патриот, она историю сохраняет. Все, красной нитью у нее проходит это любовь к профессии педагога, уважение к профессии педагога, потому что он несет знания же. Благодаря ему дети получают правильное вектор направления какой-то. Ну, а то, что проходили встречи, были живы ветераны войны, участники войны, ветераны тыла, это много помогло определиться выпускникам школы, 4-й школы. Потом я с ними встречалась, благодарят Эсфире Иннокентьевне. Мы так и называли эту школу Эсфиры Иннокентьевны. Но так получилось, что я работала всего 2 года с ней. Меня потом назначили школьным инспектором. Я продолжала с ней общаться. Она меня привлекала как и фотографа, и как интересного человека, который тоже заинтересован в истории района. И она привила мне любовь к краеведению. Я постоянно собираю материал. Эсфира Иннокентьевна оставила свой след не только как создатель музея образования, но и как учитель. Между тем, выбор профессии получился не сразу. По окончании 10 класса средней школы 1 надо было куда-то определяться, учиться. Но средств у родителей не было, чтобы куда-то меня отправить, куда бы я хотела. А учиться хотелось. И поэтому я поехала в Якутск и поступила в учительский институт на исторический факультет. Первый год, когда училась, как-то особенно не интересовалась своей будущей профессией. Потом заболела. Год у меня был перерыв. И я устроилась работать старшей пионер-вожатой
7-летнюю школу городскую. Там я прошла хорошую практику. У меня были замечательные наставники. И первым моим наставником была Галина Иннокентьевна Мичурина, директор. Это был замечательный педагог, удивительная женщина. Большую помощь тогда оказывала мне Цицилия Васильевна Ягнашева, в будущем кавалер ордена Ленина, Бика Мухаметовна Сафаргалеева, Елена Митрофановна Барамыгина, Иннокентий Николаевич, Сергей Николаевич. Это были такие замечательные учителя, первые мои наставники. Многому я у них научилась. И можно сказать, вот этот год работы старшей пионер-вожатой сыграл главную роль в определении будущей моей судьбы. Летом я еще поехала в лагерь, заведующий меня, или как, начальником лагеря меня поставили. Василий Иннокентьевич Кобелев тогда инспектором, заведующим РАНО был. И он меня отправил. Я, конечно, не знала этой работы, но он сказал: ты справишься, ничего, ты боевая, справишься. И вот год работы старшей пионер-вожатой, и вот эта работа в пионерском лагере, они определили мою судьбу. И я уже на следующий год поехала уверенно заканчивать учительский институт. Во время учебы в институте много было хороших друзей. Учиться было очень трудно. Трудно было. Родители мне практически не помогали, потому что нечем было помогать. На иждивении мамы еще 3 было девчонок, сестер. И поэтому я устроилась на работу. Я в течение года этим себя и содержала практически. Работала истопницей на своем этаже. Топила 11 печей. Это надо было 4:30 днем, когда открывался хозяйственный склад. Нужно было натаскать на 2-й этаж каждой печи уголь по ведру. А утром надо было встать 4:30, затопить все печи, что я делала быстро, с песнями. Да еще успевала ребят будить, кто хотел что-то там повторить. И надо было к 8 часам уже закрыть трубы и сидеть на лекциях. Приходила уже где-то часа в 4, жарила картошку, целую сковородку, съедала ее и продолжала учиться. Вот так вот шла эта студенческая жизнь. Но я уже училась уверенно, и уже мне хотелось быть учителем. Ой, почему история? Это вообще целая история. Я в школе увлекалась гуманитарными, конечно, науками. Гуманитарными науками. Я особенно я любила русский язык и литературу. Очень любила. И когда мы закончили 10 класс, то наш учитель по литературе Иван Михайлович Попов, он заслуженный учитель школы ЯССР, он беседовал, скажем, и он мне сказал: ты обязательно, говорит, поступай на литературный факультет. И я ехала с таким намерением, что поступлю на литературный. А когда приехала, остановилась у своей тети, а она преподаватель истории. Она преподавала в ЕФАШе. И она на меня, нажала, говорит: зачем тебе русский язык? Это, говорит, такая работа, там тетради проверять. И прямо так на меня это налетело, в общем, меня отговорило, и я почему-то поддалась ее влиянию. Но я вообще-то историю тоже любила. Я любила говорить, рассуждать. Я училась, хорошо я закончила. Но я всю жизнь, пока преподавала историю, я всегда вспоминала литературу. И я всегда ее употребляла, эту литературу, в преподавании истории. Но уже став педагогом, она стала им в полной мере, отдавая всю себя работе. Как вы домашние относились к тому, что мамы, бабушки
практически никогда. Она всегда была в работе. То есть у нее все было посвящено вот этому. Альбомы, тетради, километры тетрадей исписанных. Вот я дочь старшего сына, да. Мой папа старший, 3 детей, и он все время вспоминал. Где-то, может, даже в укор ей это ставил, что, говорит, мы тебя не видели. Ты только была в школе. Мы видели тебя только в воскресенье. А воскресенье, это я еще была уже маленькая, уже я была, да, когда вот эти воспоминания. У нее день посвящался тому, что она стряпала на всю неделю. Большими тазами стряпала пирожки, оказики, булочки. У нее такая шикарная сдоба была вообще. И вот она им готовила на целую неделю. И все. И потом она пропадала в школе. И он все время это вспоминал, и уже взрослый был, мы уже работали. Он все время говорил: мама, вот мы тебя вообще, говорит, практически не видели. Ты была, говорит, в школе, и ты вот для них была мамой. А для нас ты была только воскресной мамой. Ну, все равно, конечно, в укор они это не ставили, но вспоминали. Припоминали. Да. Надо сказать, что уже тогда она мечтала о том, чтобы ее внуки продолжили ее дело. История с литературой непосредственно связаны. И я всегда в своей работе вот применяла стихи. Обязательно. Я любила стихи читать. И ребятам я читала стихи. Так что мне вот знание литературы и любовь к литературе помогали преподавать историю. Сейчас у меня внучка, одна из внучек, учится в 9 классе, и она хочет тоже стать учителем русского языка и литературы. Я особенно в школе любила русский язык. Для меня это был просто самый увлекательный предмет. Я училась всегда хорошо по-русскому, на 5. Всегда всем помогала. Ну, вот, конечно, сожалела, что не пошла на литературный. Но теперь хочу, чтобы внучка моя осуществила мою мечту. Так и случилось. И не просто случилось. Лена стала учителем именно русского языка и литературы, как когда-то мечтала сама Эсфира Иннокентьевна. Она запомнилась мне всегда заботливой, всегда улыбающейся, большим оптимистом. Очень была такая дружелюбная, мягкая, нежная. Ну, это с нами, да? Ну, а с другими тоже такая же была, конечно. Поэтому вот я всегда ее помню такой именно. Ну и целеустремленной, невероятно увлеченной, конечно же. Выбор профессии обусловлен. Ну да, другого не было. Когда я вообще всегда с детства играла в школу, и бабушка всегда, как мы ее ласково называли, бабуся, на самом деле, всегда поддерживала это. И я вот помню, когда я была маленькая, я очень часто с ней в школу ходила. И вот сидела у нее на уроках на задней парте. И была так, не знаю, это такое детское воспоминание, видать, мне кажется, однажды я вот помню рисовала, даже в книге об этом есть, да, и рисовала, маленькая еще помню была, и увидела, как вот ребята смотрят на нее прямо зачарованно, да, и я сама отвлеклась от своих тетрадок, которые были у меня, да, карандаши отложила в сторону, и сама начала смотреть и внимательно слушать, о чем же она говорит, потому что раньше я не слушала, да, она рассказывала о какой-то революции, что-то было такое, ну и с тех пор я прямо, ну не знаю, я решила, что я должна стать такой же, и она всегда вот мне говорила, что самые все хулиганистые ребята, да, они всегда были ее. Потому что она мне говорила, всегда говорила, нет плохих детей, они все хорошие. И вот всегда это такое воспоминание у меня в голове прямо. Угу. Как считаете, чего сегодня не хватает учителям? Ну, я думаю, что нам не хватает как раз, наверное, такой же увлеченности, возможно, энтузиазма. Такого не хватает. Раньше вот бабушка, да, Эсфира Иннокентьевна, она жила школой. Это было ее, ну не знаю, она не могла без этого, да, именно, наверное, поэтому, уйдя на пенсию, она не смогла спокойно сидеть.
А у нас все равно, ну вот молодые педагоги, мне кажется, они ставят в приоритет больше семью, свои дела какие-то возможные. Это тоже нельзя за это их ругать, да. Но вот этого упорства, целеустремленности и энтузиазма, мне кажется, не хватает. Связан с детьми путь и внучки Кати. Из вашей семьи пойдет по вашим стопам? Ну, у меня Катюша, старшая внучка, воспитателем работает. И танцевальник, кстати, ведет. В «Звездочке» работает. Ну, вот Лена собирается учительницей стать. Она, кстати, закончила хореографическое отделение в музыкальной школе. Хорошо танцует. Не знаю, по-моему, вторая внучка тоже хочет учительницей начальных классов быть, а не одногодки с Леной. Так что я надеюсь, что и Лена, и Валя продолжат мою работу. И Катюша. Где-то вот в какой-то жизненной ситуации обязательно вспоминается бабушка, да? Не бабушка, мы ее все называли ласково бабуся. Все время бабуся, и для нас было дикостью, если кто-то называл ее бабушкой. Мы ее не воспринимали бабушкой, она для нас была ласковая, это бабуся, да. Ну, яркая, ой, даже, знаете... Вот она больше бабушка или была настолько учитель? Ну, в каких-то моментах она, конечно, для меня была по жизни учителем, где-то не могла, а давала нужные советы по жизни, да, направляла куда нужно, как говорится, в правильное русло. Как вот Галина Мирхановна сказала, да, что она мечтала, чтобы я была заведующей детского сада. Я все время говорила: ой, не-не-не, бабуся, это не мое. Я руководителем никогда не буду, я не ты. Так как ты можешь, я так не могу. Вот Леночка, та у нас сможет. Это да, это вот бабуся номер 2. И со временем это придет, и по ней это видно, с возрастом. Это вот, да, это настоящая наша бабуся Исфира Иннокентьевна. А я нет, я люблю тишину. А что вы считаете, чего не хватает современным педагогам, на ваш взгляд? Ну, энтузиазма, который был тогда, когда вот росли мы. С нами, да, действительно, вот учителя, они с нами сидели до победного конца. Мы же всегда поздно со школы уходили. И сейчас как-то все в денежном эквиваленте. Только все для них на первом месте деньги. А что-то вот сделать от себя для школы, такого сейчас редко встретишь просто. Вот этого не хватает, конечно. Вся жизнь Исфиры Иннокентьевны связана с историей не только мира или страны. Она организовала сперва музей Владимира Ильича Ленина, а затем не менее фундаментально подошла к сбору материалов для Музея народного образования района. Помню, Иван Федорович Середа, директор 4-й школы, хороший был директор, очень хороший человек. Он мне дал задание, после смерти мужа, он мне дал задание оформить Ленина. Как раз тогда готовились к 100-летию со дня рождения Ленина, и он мне дал задание. И вот я начала, я никогда это не делала, не оформляла такую политическую выставку. Но я потихонечку и увлеклась, и дочь свою привлекла, и сына младшего. А потом, когда оформила Ленинский зал, я думаю, так надо этот Ленинский зал в музей превратить. Надо дальше изучать историю, как же вот идеи Ленина претворялись в жизнь на примере нашего района. И я вот тогда начала изучение истории нашего района, истории Родины. И увлеклась этим. Увлеклась. Так и родился первый музей. Так и родился первый музей. Музей Владимира Ильича Ленина. В 1985 году
мы открыли вторую комнату музея. Сначала первую в 1979 году, а в 1985 вторую комнату музея. И до этого, в 1980 году, мы уже это оформили, зарегистрировали этот музей, выдали нам паспорт. Так что это было большое событие. Как раз какой-то юбилей города был вот тогда. Когда первых экскурсоводов я подготовила. Вот готовить экскурсоводов. Такие замечательные ребята были. Ну и последняя моя, конечно, работа – это создание этого музея по истории народного образования. Это, можно сказать, вот моя заветная мечта была. Сначала я хотела раздел сделать по истории народного образования, но потом вот тут началась перестройка. Так получилось. Все, жизнь моя перевернулась с ног на голову. И Неля Петровна предложила мне, чтобы я занялась музеем по истории народного образования. Ну, я и взялась. Мы знаем, что Есфирь Иннокентьевна взялась за очень нелегкий труд создания музея, и в свое время она создала замечательный музей в школе номер 4, музей имени Ленина, и там есть и краеведческие материалы по истории нашего района, Улуса, очень много исторических интереснейших документов. Ну и последнее, будем говорить, вот такая лебединая песня, несмотря на то, что Есфирь Иннокентьевна уже человек возраста, будем говорить, ну, не молодого, но, несмотря на это, энтузиазма у нее еще хватит, наверное, на 10. Вместе мы задумку очень хорошую реализовали. Материал собирала Есфирь Иннокентьевна, помогали ей все школы и открыли музей образования, народного образования в нашем Улусе. То есть школы, педагогические коллективы, отдельные учителя, директора, вот эти материалы предоставляли, и у нее сейчас настоящий кладезь вот этих материалов из истории образования в нашем Улусе с доисторических времен. Это действительно уникальный музей, и сейчас вот есть такая мечта у Есфирь Иннокентьевны, очень хочется, что эта мечта сбудется, придать статус, настоящий статус музея и действительно быть вот таким учреждением на общих правах с остальными учреждениями в образовании нашего Улуса. В книге, которая увидела свет, отображена лишь маленькая толика материалов, и даже это потребовало порядка 5 лет для упорядочения. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы вот эту книгу подготовить? Ну, вот 5 лет. 5 лет. Да. 5 лет. Ну, во-первых, материал уже был собран, но и не знали, как издавать же, кому обращаться. Нина Яковлевна Дегтяр, у нас своей работы много. Она же, каждой краеведческой конференции, каждую краеведческую конференцию она издает книгу. Это же сидеть надо кропотливо сидеть. Это представьте, какие тексты издают. Это все же она печатает. Сама все это перепечатывает. И вот только она меня поддержала. Так бы у меня руки опустились, потому что поддержки больше нет. Огромный труд, в котором труд как автора, так и еще одного составителя Нины Яковлевны Дегтяр. Когда у нас книга была уже в работе, мы все-таки надеялись, что найдем деньги на издание книги. И вот хорошо, что у нас в районе есть такой конкурс на грант главы района. И вот пока у нас книга была в издании, уже почти была готова, и тут раз и объявили конкурс на грант главы района. И мы поучаствовали, приняли участие, написали проект, естественно. Была у нас обговорена сумма уже с издательством «Сфера». И они нам прислали коммерческое предложение еще до участия в гранте. И мы уже знали, какая нам сумма нужна. И вот написали проект, и таким образом получили за заказанную сумму. 50. Получается, вышло всего 50 экземпляров. Да, 50 экземпляров получилось. 27 мы сразу забрали для библиотек района. Это у нас было условие, потому что я тоже была составителем, и это было моим условием, что мы 27 экземпляров забираем для библиотек района. Остальные
Тамара Александровна. Ну, там мы родственникам раздали. Конечно, 50 экземпляров – это очень мало. Но даже это позволило увековечить имя скромной труженицы Алекмы, которая жила ею и ее историей. Что вот сегодня вы можете пожелать вот сегодняшний день молодым своим коллегам, будущим учителям? Ну, наверное, любить свою работу, любить детей, любить свою работу, отдавать ей все силы. Творчество в работе. Любить работу не будешь, любить детей не будешь, ничего не получится. Где-то и жертвовать своим временем, и собой жертвовать. Это ведь такое дело. Такая она и есть. Энергичная и непредсказуемая, и не представляет, как можно было бы прожить по-другому. Отличник народного просвещения, отличник просвещения СССР, почетный гражданин УЛУСа. Грамоты невозможно уместить в папку, а сколько воспоминаний, бесценного опыта и планов на будущее. Осыпаются листья, осень, а впереди столько работы.